Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего мастер-класса. Сегодня он будет посвящен сенсорной интеграции. И с вами вместе учитель логопед города Воркуты Ушанова Виктория Викторовна и учитель-дефектолог Марина Владимировна Евдокимова. Уважаемые коллеги, сегодня тема нашего мастер-класса посвящена такому важному процессу, как сенсорная интеграция. Мы сегодня постараемся максимально представить вам тот спектр специального оборудования, которое помогает развивать сенсорную интеграцию у детей и взрослых, собственно говоря, у всех возрастов, рассказать, что же это такое, для чего же это нужно и как это полезно для развития всем нам. Итак, сенсорная интеграция. Что же это такое? Это врожденная реакция организма на сигналы, полученные от рецепторов. Осязание, обоняние, вкус, слух, зрение, вестибулярный аппарат – все это информирует человека о происходящем вокруг и подсказывает, как же лучше поступить. Например, вестибулярный аппарат требует занять определенное положение тела. Неприятный вкус, запах продукта говорит нам о том, что он не свежий, да? И также поглаживание, объятия расслабляют нервную систему, успокаивают наше эмоциональное состояние. Этот процесс, он происходит автоматически и обеспечивает правильное сенсомоторное развитие, например, детям. А у детей же с нарушением развития, с нарушением сенсорной интеграции происходит сбой в обработке данных, полученных от рецепторов. Этот синдром нарушенной интеграции сенсорной проявляется, конечно же, в поведении, тактильных ощущениях, познавательном и моторном развитии. И такие дети, конечно, выглядят капризными, выглядят избалованными. На самом же деле причина, возможно, кроется в нарушениях работы центральной нервной системы. И основная задача сенсорно-интеграционной терапии – это стимуляция двигательной, вестибулярной системы, мышц, кожи, суставов. Данное воздействие на организм развивает тактильную и проприоцептивную чувствительность. Сегодня такой вот термин проприоцептивная чувствительность. Что же это такое? Проприоцепторы – это такие чувствительные рецепторы, которые находятся в периферических сенсорных органах. Это периферические элементы сенсорных органов, которые расположены в мышцах, кожах, суставных сумках. И, конечно, они свидетельствуют об их работе. То есть это сокращение мышц, изменение положения тела и положения в пространстве. Информация, которую мозг получает от мышц, от наших сухожилий, от суставов нашего тела, называется проприоцептивной. То есть вот такие понятия сегодня, возможно, для кого-то они новыми стали. Проприоцепция. Проприоцепция формирует. Что же она формирует? Первое. Чувство силы. То есть, простите, пожалуйста, чувство позы первое мы рассмотрим. Чувство позы, что же это такое? То есть понимание, где сейчас находится рука моя, где моя нога, как перенести свой вес тела с одной конечности на другую, например, при перешагивании каких-то, да, вот на физкультурном занятии детки ходят, перешагивают через какие-то такие элементы, кирпичики, там, бревнышки, да. Так вот, чтобы вроде бы это простое и автоматически выполнить ребенку упражнение, перешагнуть через что-то, наступить в лужу, все-таки включается проприоцептивная связь, сигнал получается. Это чувство позы. Следующее. Чувство силы формирует проприоцепция. Какое усилие нужно приложить, чтобы, например, написать букву на бумаге или бросить мяч? Вот в своей работе сталкиваемся мы каждый день сплошь и рядом с нарушениями вот этих процессов. Например, чувство силы ребенок не может рассчитать, например, хлопок в ладоши. Когда он хлопает в ладоши, не себе, а вот взрослому педагогу, может хлопнуть очень сильно. Может не рассчитать силу, бросив мячик, например, в колючий или магнитный дартс. Ребенок не может докинуть просто на расстоянии полуметра маленький шарик или дротик, бросить в мишень, не понимает, какую силу нужно ему приложить. Вот это как раз тоже проприоцепция нарушена. И следующее чувство, которое формирует проприоцепция, это чувство движения. То есть правильность направления, точность,
координация, содружественных движений в теле, ловкость. Вот эти все вещи называются проприоцептивными. И работа терапевта и дефектолога строится при сенсорно-интеграционной терапии на следующих принципах. Какие же это принципы? Коррекция сенсорной интеграции проходит только в игровой форме. Это обязательное условие. Курс терапии выстраивается по принципу лесенки. Сначала ребенок учится правильно реагировать на почти привычные раздражители, только затем мы его знакомим с какими-то неприятными, сложными для него. Следующий принцип. Для эффективности преодоления трудностей сенсорной интеграции необходима и очень важна мотивация ребенка. То есть чем больше он сам заинтересован в результате, тем быстрее мы все получим результат. Дальше. Перед ребенком нельзя ставить непосильные задачи, чтобы не оттолкнуть, не вызвать эмоцию, допустим, какого-то негативизма, да? Игнорирования, бессилия, которое может возникнуть у ребенка. То есть обязательно должна быть задача ему посильна. И дальше, следующий принцип. Терапия считается эффективной, и если после курса занятий с ребенком он положительно реагирует на те задачи и выполняет их, которые прежде были для него непосильны. И все это очень индивидуально. Для каждого свои возможности, свои задачи и свои достижения. Развивать сенсорную интеграцию – этот процесс необходимо, используя специализированное оборудование. Сегодня мы рассмотрим подробно, познакомимся с определенной группой такого коррекционного материала, который применяется для нейрокоррекции, гиперактивности, при гиперактивности, гипер- и гипотонусе, дефициты внимания, детском церебральном параличе, при расстройстве аутистического спектра и других формах отклоняющегося развития. И особое место, можно переключить, да, презентацию сейчас. Так. И особое место в группе оборудования для сенсорной интеграции занимают разные виды утяжелителей. Сейчас на экране вы увидите разные виды этих утяжелителей, и мы поподробнее о них поговорим. Итак, их основная функция – это тактильная реабилитация детей с УВЗ. И используется для улучшения ощущения собственного тела, снижения сенсорного голода, повышения тактильной чувствительности. И первое, что вам хочется представить – одеяло совы. Так, мы сегодня с вами немножечко познакомим вас с оборудованием, которое именно представляет очень хорошая фирма «Сова», которая есть у нас в наличии, чтобы вам продемонстрировать. Поэтому все будет касаться совы. Это название все как бы от этого бренда, да? Да, вы. Итак, вот у нас есть одеяло совы гречишное. Оно наполнено гречкой, да? Оно имеет небольшой размер, оно совсем такое пока небольшое, да? И можно ребенка укрыть сверху на занятии, и можно накрыть во время сна, и можно вот так использовать в разных видах деятельности. Да? Многофункциональный это тренажер для детей и взрослых, обладающий выраженным терапевтическим эффектом, релаксационным даже, я бы сказала, эффектом. Он оказывает расслабляющее действие на нервную систему. Когда на тело оказывается приятное давление, мы чувствуем защищенность собственного тела, мы чувствуем границы своего тела, да? Успокаиваемся, перестаем тревожиться. Утяжеленное одеяло позволяет снять моторное напряжение, поэтому оно особенно эффективно для детей с гиперактивностью. Вот обратите внимание на экран. Там сейчас женщина, да, делает упражнение с подобным одеялом, она еще катает мячики по нему. В это время ребенок понимает, где находится его правая нога, левая нога, где у него спина, где у него руки. То есть то место, где прокатывается мячик, как раз ребенок фиксирует свое внимание на этом месте. Да? Вот, одеяло совы разных размеров, поэтому подбирать его надо также индивидуально, для каждого ребенка свое одеяло, своя нагрузка. Оно имеет разный вес, да? Разный вес, понятно, конечно, что чем больше размер, тем больше вес. И даже вот вы знаете, я немножечко на секунду отвлекусь, вот у меня сейчас немножко продуло меня под кондиционером, и я чувствую такие вот неприятные ощущения вот в трапециевидных мышцах, в плечах.
И вот когда сейчас я минутку посидела с этим одеялом, вот это вот ощущение неприятного дискомфорта, оно как будто бы снялось в тот момент, когда было это одеяло на мне, потому что, ну, небольшой вес, мягко, да? Весь мастер-класс, я потом сижу. Еще один вид утяжелителя – это подушка совы. Она также заполнена гречкой, может быть, другими видами утяжеления. У нее есть карманы. Она бывает разной модификации, разных размеров, эта подушка. Карманы для чего нужны? Ребенок может использоваться во время занятий и во время сна. И ребенок может засовывать руки в эти карманы, перебирать там эти фиджеты и какие-то свои сенсорные ощущения получать, да, нагрузку свою на пальчики. Он успокаивается, ребенок, отвлекается и засыпает, если это во время сна. Если это во время занятия, то подушку можно положить на колени, и тогда туда можно прятать игрушки какие-то, которые дороги ребенку, да, и он не может с ними расстаться, например, у детей с аутистическими чертами такое часто происходит. И в этот совы тоже его немного расслабляет, сосредотачивает внимание, да, помогает сосредоточиться на занятии самом. Так вот, снятие внимания – это основные функции такой подушки. Бывают подушки тоже разные, вот со съемными чехлами, да, их можно постирать и использовать снова. В подушке совы имеются вот специальные карманы, мы уже сказали, да. Далее. Есть разные подушки, это мы уже тоже сказали, и на молниях, и без, но это надо тоже подбирать очень индивидуально. Да, и вес подушки тоже разный, который будет соответствовать сенсорным потребностям именно вас или вашего ребенка. Следующий вид продукции – это утяжеленный жилет. Вот этот продукт, он более профессионального использования. Здесь снимает он и гиперактивность, дефицит внимания, расстройство аутистического спектра – это далеко не полный список показаний для применения данного жилета. Утяжеленный жилет также имеет, у нас он тоже есть, да, мы тоже используем его, он замечательный. Вот у нас этот жилет. Вот, он бывает тоже разных размеров, имеет фиксированный вес. Он рассчитан на определенный возраст. Для каждого возраста свой будет жилет, свои ростовки, да, и своего утяжелителя, своих утяжелителей. Каждый жилет снабжен карманами внутренними, и утяжелители можно из этих карманов вот так доставать, да, изменять вес этого жилета с помощью этих мешочков утяжеленных, да. Тоже там гречка, все гречишное. Все гречишное, да, все удобно, все на застежках фиксируется, плотно прижимается и прилегает к телу ребенка, чтобы он не смог его сам снять, да, и чтобы это было наиболее эффективно для сенсорной интеграции именно. Конструкция жилета дает возможность регулировки плотности прилегания. Длина изделия регулируется с помощью клапанов на плечах. Утяжеленные жилеты широко используются в качестве средств, помогающего ребенку почувствовать свое тело. Рекомендуется врачами при гиперактивности и дефиците внимания, при аутизме, ДЦП и ряде других заболеваний. Также, ну вот у нас был такой опыт, конечно, да, мы давали этот жилет родителям, даем жилеты для использования дома, да, и девочка с аутистическими чертами после недельного апробирования такого жилета, да, ношения его в домашних условиях, начала подниматься самостоятельно по ступенькам, начала прыгать на двух ногах, потому что до этого у нее не было таких возможностей, и по ступенькам стала подниматься не просто шаг приставным шагом, да, ну, то есть вот шаг приставным, да, а друг за другом она чередовала ножки уже достаточно быстро и даже перестала держаться за перила, да, поэтому эффект был очень потрясающий, просто мы сами даже не ожидали такого эффекта. Далее хочется представить вам еще одно оборудование. Это шарф совы, сенсорный шарф. Он сделан из эластичной ткани, наподобие лосин, которые раньше мы носили, да, лайкра, да, тянущаяся такая ткань. Она тоже наполнена гречихой.
очень хорошо использовать на занятиях, именно повесить на плечики сюда, да, это будет эффект релаксации, расслабления. И в этом шарфе тоже есть карманы, как вы можете увидеть, да, в них вкладываются дидактический материал, картинки, какие-то обучающие игрушечки, может быть, или просто руки могут быть там у ребенка, чтобы они ему не мешали, да, чтобы не было нейроаутистов, таких потряхивающих движений, фиксируются в шарфе в этих карманах. И за счет этого у ребенка концентрация внимания повышается, он начинает действовать соответственно заданиям, а не сам по себе, да, он обращает на нас внимание и делает то, что нам надо, а не то, что он хочет делать сам самостоятельно. Сквозь тонкую ткань этого шарфа можно прощупывать в карманах округлые гранулы утяжелителя, и никакие дополнительные фиджеты не нужны здесь уже. То есть он трогает и чувствует то, что там находится внутри. Далее хочется сказать еще про утяжелители, которые многие, возможно, знают. Это спортивный, больше к спортивному инвентарю относятся утяжелители манжеты. Но в настоящее время очень хорошо они применяются также и для сенсорной интеграции детей. Вот такие утяжелители манжеты можно заказывать в специализированных магазинах. Вот у «Совы няньки» есть такая возможность заказать индивидуальные манжеты на руки и на ноги ребенка по размеру самого ребенка. Вот. И в комплекте вам придет 2 утяжелителя, либо на ручки, либо на ножки. Хочется отметить следующее. Ко всем утяжелителям ребенка необходимо приучать постепенно. Именно постепенно, потому что любой ребенок сразу пугается вида любого тяжелого предмета, необычного предмета, непривычного. Так вот, если к одеялу он еще более-менее будет относиться поспокойнее, то к жилету, например, совсем негативизм может проявить, не дотронуться даже до этого жилета. Поэтому здесь важна постепенность приучения ребенка к этим утяжелителям. Для начала мы ему демонстрируем предмет, да? Ну вот, например, показали мы жилет ребенку, потрогали его, погладили его, да, вместе с ребенком, если он захочет. Может быть, где-то дотронулись только пальчиком одним, да, потом попробовали на себе поносить, может, да, одели на плечи себе, ой, как приятно, ой, как хорошо, а потом положили рядышком на видное место, чтобы ребенок ходил мимо и поглядывал на этот жилет, привыкал к его присутствию в его жизни, да. Периодически обращаем внимание, подводим, трогаем, потом в какой-то момент берем и кладем ребенку тяжесть можно регулировать жилета, например, да, убрать лишние мешочки, чтобы не так страшно ребенку было, чтобы он был легким, да, не сразу тяжело. Не сразу тяжело, да, сначала убираем тяжелые элементы, вот, затем ребенок начинает потихонечку давать себя одевать в эти предметы и ходить минут по 5, по 10, а дальше уже ребенку будет интересно, он будет понимать, что это не страшно, что это уже все знакомо, и, в принципе, ему это даже в какой-то степени понравится. Есть дети, которым сразу нравятся предметы, вот именно утяжелители, а есть, которые вообще не могут к ним привыкнуть, и тогда нет смысла им навязывать, чтобы негативизма тоже не развить. Надо тогда использовать другие какие-то гаджеты для этого, да? Следующий момент. Так, мы переходим дальше, да, мешочки совы. Вот вы видите на экране мешочки совы. Это не утяжелитель, это атрибут, с которым вместе мы можем выполнять некоторые упражнения, которые очень также способствуют развитию сенсорной интеграции. Значит, мешочки с песком. Их часто используют для занятий в детских садах в начальной школе. Их основное применение – это, конечно, упражнения на ловкость и силу. Кинезио мешочки можно использовать для метания. Они развивают мышцы рук, совершенствуют координацию. Мешочки применяются для разминки перед занятием, используются в качестве, конечно, грузов. Можно положить на голову, взять в руки. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Вот у меня есть другой уже замечательный кладовая теплоты, такая другая фирма, которая тоже много очень представляет разных продуктов развивающих. Вот, значит, мешочки, 4 мешочка в комплекте. 4 цветов основных: желтый, зеленый, синий, красный.
Они из такой балуневой ткани сверху сшиты, имеют одинаковый вес, по-моему, они по 100 граммов. Вот, маленькие компактные мешочки, очень хорошо ребенку их взять в ладошку, в ручку, они не тяжелы, но тем не менее они имеют вес. Все-таки это не пустая рука, не что-то легкое. Вот, ну, конечно, они скользят. Вот, допустим, Сова-нянька предлагает в комплекте с балансирами немножко из другой ткани, более шелковистой, ну, как-то не так. Если положить вот на голову, например, да, и попытаться удерживать этот мешочек во время хождения по группе, во время такого упражнения я гуляю, я хожу, мешочек не роняю, я гуляю, мешочек не роняю. То есть мы спинку хотим, не хотим, держим ровно, головку, то есть мы сохраняем правильную осанку. В этот момент в руках мы можем тоже вытянутых руках держать еще 2 мешочка. Вот такая может быть игровая ситуация. Дальше, при помощи кинез-мешочков мы можем выполнять упражнения кинезиологические, выполнять их в паре. Да, мы с Викторией Викторовной сейчас вам покажем. Ну вот 2 мешочка мы для этого возьмем. В идеале, конечно, садимся друг напротив друга, чтобы был небольшой как бы стол, да, между нами. Но сейчас мы попробуем выполнить вот так, руки в камеру. Передаем мешочек и возвращаем его на место. Возможно, многим из вас это упражнение уже знакомо. Понимаете, перекрестные движения, совместные движения, да, мы выполняем одной рукой, 2. Ребенок никогда не ожидает, какое следующее движение может быть. И выполняя кинезиологическое упражнение, происходит еще небольшая мышечная нагрузка, потому что мы не только следим, как сделал педагог, и выполняем, мы еще и осуществляем захват вот этого мешка, который имеет вес. То есть используем также. Далее мы можем использовать их, ну, во-первых, так, сейчас я тут еще отклонилась немножечко. Упражнения помогают поддерживать осанку, значит, я уже сказала, да, и также контролировать дыхание во время выполнения и силу своего тела. Мешочки нашли свое применение как в активных играх и соревнованиях также, да, это может быть и командная какая-то игра. Занятия с этими кинезиомешочками показаны как часть нейрокоррекции деткам с СДВГ, аутизмом и даже дислексией и дисграфией. И вот, когда мы будем заниматься на балансире, это немножечко дальше, мы тоже вернемся к этим замечательным мешочкам, которые нам также помогают. Для работы с кинезиомешочками и кинезиомячиками, чуть позже я о них тоже скажу, предлагается также картотека, карточки с всевозможными упражнениями. Это очень удобно, использовать занятия как для коллективных, так и для индивидуальных видов работ. Итак, мы переходим дальше к балансирам. Так, не могу найти. Сейчас. Доска совы. Это универсальный тренажер, вот вы видите такую, да, дугу деревянную. Универсальный тренажер, имеющий в себе отверстие. Вообще Сова-нянька предлагает 2 вида досок. Есть совершенно без отверстия. Вот я вам показываю с отверстиями. Немножко она больше функционирует, функционально больше. В которой продеты канаты. Они расширяют функциональность доски и позволяют использовать ее в качестве качели и даже санок-ледянок на улице. Система крепления каната из 12 отверстий позволяет регулировать степень устойчивости доски в подвешенном состоянии. То есть чем шире точки крепления, тем больше устойчивость. Если мы проденем канат в более близкие соседние отверстия, то доска будет очень неустойчива и труднее будет на ней усидеть, как на качелях. А если мы по диагонали отверстия проденем канат, то это практически будет невозможная задача. Но некоторым детям это необходимо сделать, потому что мы от простого к сложному, да, как я уже говорила, развиваемся. Поэтому здесь позволяет вот эта палитра возможностей этого изделия регулировать сложность заданий. Также, если мы можем сделать подвес разный, да, и под наклоном, на потолке, в проеме. Ну, конечно, лучше делать на потолке, в свободном помещении, в свободном пространстве, чтобы не стукнуться, нигде не удариться. Значит, такой способ придает, вообще вот это занятие придает необычную стимуляцию вестибулярных и проприоцептивных сенсорных систем. Благодаря специальному водоотталкивающему покрытию, вот эта вот доска, она может использоваться на открытом воздухе круглогодично. Поэтому мы можем просто представить себе, что, купив однажды такую доску, ребенок может развиваться всюду и везде, и в помещении, и на улице, оставаться с ней и развиваться. Основа роста, развития, обучения начинается с сенсорного и моторного взаимодействия с миром. И развитие мозга начинается с движения и сенсорных исследований.
Сенсорная стимуляция и двигательная активность создают почву для развития мозга. Это-то и лежит в основе программы мозжечковой стимуляции. Вы видите на экране равновес совы. Это балансир, который создан для стимуляции мозжечка. Он способствует улучшению памяти, коммуникационных и умственных способностей, а также развитию логического мышления. Особенность балансира в том, что занятия на нем воспринимаются как развлечение, и тренировка с его помощью не является таким уж сложным занятием. Она без усилий приносит пользу для здоровья. Обратите внимание, что дно балансира, на дне прикреплены две деревянные дуги, которые имеют разную траекторию, то есть они могут поворачиваться в зависимости от того, на каком уровне овладения этим навыком имеет ребенок. То есть мы сначала на начальном этапе вообще пригласить ребенка встать на качающуюся вот такую доску, поверхность иногда вызывает у ребенка страх, и мы тогда знакомимся, так же, как вот Виктория Викторовна рассказывала об этих шагах привыкания к утяжелителю, все то же самое мы повторяем и здесь. Мы качаем игрушки, мы качаем его ладошкой, съезжаем, машинка, катится там какая-нибудь мягкая игрушка, качается, и мы привыкаем к тому, что это не страшно. Потом садимся, сажаем ребенка на попу и покачиваем его кач-кач. Все это сопровождается, конечно, каким-то благоприятным эмоциональным фоном, возможно, будет сопровождаться музыкальным, спокойным сопровождением. Тогда у ребенка перестает возникать чувство тревоги, страха, и он, наверное, согласится стать уже ножками. Но вот так бывает не со всеми детками. В основном, вот в моей практике, как бы вызывает интерес и желание покачаться, и такие все смельчаки. Вот. Для начала, научившись стоять на балансировочной доске, упражнение у нас следующее. Повторять разные движения руками. Перекрестные движения, допустим, какие-то махи, поворачивания, движения, например, повтори за мной, что-то вроде как игры в зеркало, да, как мы выполняем. Здесь, пожалуйста, приходят нам на помощь наши сенсорные мешочки. На начальном этапе мы подбрасываем мешочек, подбрасываем и ловим его. Подбрасываем и ловим. Можно делать хлопок. Хлопок, 2 хлопка усложняем, да? Потом каждая рука держит мешочек. Подбросить одной и поймать. Подбросить 2 и поймать. Это тоже очень сложно для детей бывает. Начинаем бросать друг другу, то есть инструктору-педагогу бросаем мешочек. Ребенок стоит на доске, а педагог, конечно, нет. Перебросы вот такие происходят. Дальше усложняем. Кидаем друг другу. Да, сложно немножко онлайн продемонстрировать все. Кидаем одновременно. 1, 2, 3. Ой, показали. Вот. Кидаем друг другу и ловим. Вот. Вот такое вот упражнение. Очень нравится детям. Это можно делать и с мячиками, и с гимнезией мешочками. Дальше. Так. Значит, работа на балансире развивает мышечную систему, укрепляет работу мозга, как мы уже понимаем, формирует чувство равновесия, развивает координацию. И сейчас я покажу вам небольшие упражнения еще, некоторые мы сейчас показали, которые выполняются на балансире, когда уже ребенок хорошо стоит ножками. Так, для этого я встану. Балансировочную доску мы сюда не принесли сегодня, потому что она у нас в учреждении достаточно тяжелая. Так, видно меня, да? Вот. Для начала в одной руке мешочек, либо игрушка, либо сенсорный мячик. Да, слышно меня? Становимся вот так вот ровненько. Можно сначала поиграть в весы, взвешиваем, да, где тяжелее, где легче. Чувствуют, какой ручки, глазки закрыли, отгадай, куда положила. Всякие разные можно организовывать упражнения для интереса ребенка, потому что мы же все в игре и вроде бы играем, развиваемся. И вот упражнение, в котором нам нужны глазки. Голова не шевелится, ровно стоит, не шевелим головой, только глазами следим за рукой, в которой мешочек. А рука – это большой круг. И вот что у нас получается. Посмотрели на мешочек глазками, медленно ведем, катаем на качелях по кругу. И сами глазками выполнили упражнение. Также делается с другой рукой. Глаза, только глазки сопровождают мешочек движения большого круга. Следующее упражнение, как я его называю, буратинский нос. Представим, что у нас вырос длинный буратинский нос, и на конце этого носа
держится мешочек. Мы просто его рукой придерживаем, чтобы он не упал. Здесь уже головку поворачиваем и, выполняя такой же большой круг, описывая рукой, мы сопровождаем носиком вот эту всю траекторию полета этого мешка, не отпуская нос от мешка. То есть голова у нас присоединяется, двигается по кругу, да, при сопровождении. Что в этот момент в нашем организме, какие системы проприоцептивные включаются? Во-первых, мы балансируем. Мы стараемся удержать свое тело, мозг контролирует, чтобы тело человека не упало. Рука выполняет движение, и ребенок следит, чтобы описать именно круг, потому что все время педагог еще сопровождает инструкцию, усиливает, да? Глазки следят, голова поворачивается. Это огромная нагрузка на организм, когда ребенок стоит на балансире. Мощный кровоток происходит в головном мозге. Все это очень способствует развитию проприоцептивной системы. Вот, вроде бы просто, но на самом деле выполнить не совсем просто и очень полезно. Упражнения можно фантазировать, разнообразие огромное, все в наших руках, все главное фантазия наша. Продолжаем. Ну и следующий продукт у нас будет яйцо совы, называется. Перед вами он сейчас на экране, это яйцо совы. Это мягкий шарообразный мешок, в который можно залезть, почувствовать себя в тепле, в комфорте, в безопасности, как у мамы в животике. Благодаря надежным ручкам яйцо легко превращается в гамак, в качель, в центрифугу. Но это как вы захотите, как вы это сами представите, может, космонавтов готовить будем, да? Яйцо совы – это очень мощный инструмент сенсорной интеграции, помогающий ребенку осознать себя по отношению к миру, прочувствовать границы своего тела, научиться им владеть, снять напряжение и стресс, помогает такой продукт. Да? Стимуляция вестибулярного аппарата, проприоцептивной системы, получаемая в яйце, дает нервной системе необходимую пищу для строительства базовых представлений о мире, себе и о себе в нем. Также очень хорошо для ориентировки в пространстве используется. Следующее уникальное устройство называется соволет, преобразующее весь вес малыша в равномерно распределенное по поверхности тела давление. Что здесь происходит? Здесь, да, сейчас поменяем слайд, соволет. Внизу, да, вы видите этот соволет. Он сделан также из эластичного материала, и ребенок, погружаясь в этот соволет, своим телом касается этого материала, растягивает его своим телом. Давление происходит на тело с помощью такого эластичного материала. Здесь опыт напоминает ощущение при плавании в воде, в море, то, что необходимо для развития как раз проприоцептивной системы ребенка. Также соволет предоставляет возможность кручения, вращения в совершенно разных плоскостях и в практически любом немыслимом положении тела. Ощущение свободы получает ребенок, ощущение безмятежности, да, такого. Для усиления проприоцептивной также и тактильной чувствительности используется особый эластичный сенсорный мешок, чулок совы. И вот здесь у нас уже есть некий эксперимент по его использованию. Да? В данном случае у меня чулок совы, он тоже сделан вот из тянущегося материала, имеет форму прямоугольника. Прямоугольник с отверстием для головы. Да? Ребенок залезает в этот чулок и в углы вставляет ручки, в углы вставляет ножки и начинает делать различные упражнения. Да? Может быть, вперед, в стороны, вверх, ручки вверх, ножки вниз и так далее. То есть этот чулок помогает почувствовать также границы своего тела, но не утяжеляя его, а именно давая возможность уменьшить эффект от чувствительности, да, сенсорный такой. Такое сопротивление приятное. Сопротивление, да. Лайкра хорошая. Вот, это большой такой карман, да, уже из эластичной ткани. Чулок совы предназначен для тренировки и преодоления препятствий, улучшения пространственного ориентирования, ускорения формирования схемы собственного тела и, как я уже сказала, уменьшения тактильной чувствительности, вовлечение ребенка в игровую деятельность, формирование навыков социального взаимодействия.
И вот еще одна разновидность подобного чулка – это кругляш совы. И в данном случае он используется, наверное, он более, наверное, больше нравится дефектологам, специалистам, да, по какой причине. Это также эластичный кокон, но не прямоугольный, а идеально круглой формы, поэтому он кругляш называется. И вот как раз многим специалистам такая форма чулка нравится больше, потому что она не диктует, в отличие от прямоугольного варианта, определенного положения рук и ног в пространстве, да, а руки в кругляше встречают одинаковое сопротивление по ходу движения именно ребенку. То есть это он должен сам понять, куда он поворачивает руки, ноги. Такие упражнения, такие чулки хорошо очень использовать на физкультурных занятиях, на различных музыкальных даже где-то занятиях, во время подвижных даже, может быть, игр. Они очень интересны и развивающий эффект большой имеют. Следующую продукцию мы хотим вам представить, это скакуны. Итак, скакуны совы. Что же это такое? Это особые мячики, которые отскакивают от любых поверхностей со звонким цоканьем, поэтому их назвали скакуны. Зачем же они нужны? Всего лишь 5-10 минут регулярного стучания об стену, об пол, от какую-то другую поверхность в день систематически, они развивают очень чувство ритма, потому что мы еще слышим этот определенный звук, это еще воздействие на слуховой анализатор, улучшает зрительно-моторную координацию. Такие упражнения со скакунами помогают бороться с неприятными эффектами дислексии, дисграфии, гиперактивности, дефицита внимания. И скакуны помогают даже при детском церебральном параличе, очень поддерживают, реабилитируют, и после инсультной терапии они используются. Дальше, кинезиомячики. Это отличный игровой тренажер для крупной моторики и координации. Точно подойдут мячики, если ребенок, дошкольник или школьник, активно учится читать и писать. То есть они способствуют этому обучению. Если малыш гиперактивный, специалисты рекомендуют работать над саморегуляцией, самоконтролем, потому что с мячиком не так-то просто справиться, и это будет как раз направлена активность в нужное русло. Если ребенок не может концентрироваться на задании, особенно на слух, если ребенок часто, например, в пространстве не очень сориентирован и ударяется об косяки, об стены, то есть своим телом владеет недостаточно. И дети просто любят играть с мячиками, они у нас есть, и, конечно же, они хорошо подойдут детям с особенностями развития. Итак, плодовая теплоты опять представляет нам свои черные мячики, Игрушки, пособия, да, такие интересные. Так, сейчас покажу. Тоже они так же, как и мешочки. 4 цветов. Вот такие прекрасные. Они очень приятные на ощупь. Значит, это Бархатные резиновые такие, мячики, да. они как бархатистые, да, как будто замша сделаны. Отпускается палец, но они достаточно и прекрасно отскакивают. Когда мы занимаемся, например, на балансире с наклонной доской, ну это, если мы говорим о целом комплексе, есть и стойка, есть и наклонная доска, об которую отскакивают мячи, нужно его поймать, то вот предложенные в комплекте каучуковые мячи, они очень сильно стучат, очень громко, и как бы когда все время работаешь весь день вот с этой практикой, то и сам устаешь, ну и детям тяжело. А вот эти мячи такого сильного нет, то есть это не действует как бы на нервы ни детям, ни взрослым. Эти мячики разработаны в Соединенных Штатах Америки для улучшения зрительно-моторной координации, для межполушарного взаимодействия и формирования чувства ритма. Они очень тактильны, они очень подошли под задачи кинезиологии, и теперь их потенциал безграничен. Что же мы говорим про кинезиологию? Почему? Когда работаешь с ребенком, например, стоя на балансире, тогда, мы сейчас Виктории Викторовне покажем, давайте это упражнение с мячом, тоже мы встанем. Чтобы бросать мячик и ловить, мы пересекаем срединную линию тела. И именно это и необходимо в физиологическом упражнении. Да? Наверное, нас видно. Вот давайте вы мне первое бросайте мячик.
да? А я ловлю. Видите, какие прыгучие? Недостаточно сильно я бросаю, а Виктория Викторовна ловит. Еще раз бросайте. Вот. А ребенок на балансире, например, стоит, а я без. А теперь мы кидаем друг друга одновременно. Следующее упражнение. Раз, поймали. Раз, поймали. Вот это идет наша кинезиология и зрительно-моторная координация. Можно кидать не только правой рукой, но и левой. Какой левой ручкой бросил, такой поймать. На самом деле сначала очень-то непросто. Да? Очень непросто. Ощутимо непросто. А если бросать двумя руками, два мяча, и ловить его двумя руками, то это просто даже для Марины Владимировны пока задача очень непосильная. Вот. Но замечательное наполнение, вот эта атрибутика вся помогает нам работать по заданию, по нашей задаче сенсорно-интеграционной развивающей линии. Дальше. Что мы видим на слайде? Средний мега-мяч написано, да? На самом деле он бывает не только средний, маленький и большой, то есть это тоже все зависит от возраста ребенка, с которым мы занимаемся, и мячи бывают разного размера. Мягкий мяч, поверхность его сшита из лайкры, наполнен он вспененным полиэтиленом. Этот материал, этот мяч не запоминает форму тела. То есть он сохраняет свою форму. Если мы садимся, например, на фитбол, да, если сравнить с фитболом, резиновым мячом, то мы провисаем, как бы там присаживаемся, и получается, мы можем расслабить мышцы и сидеть. С этим мега-мячом так не получится. Мышцы всегда в тонусе. То есть это постоянно идет работа проприоцепции. Мяч этот уникален и многофункционален, как сенсорный тренажер. Мяч, значит, мы уже сказали, что не принимает форму тела. Кубический наполнитель, внутри которой вот этот наполнитель, вспененный полиэтилен, он в форме кубиков, много кубиков. Он можно его ощутить через чехол. Опять же, да, идет у нас кинестетическая такая вот работа. И это способствует улучшению тактильной и мышечной чувствительности. Такой легкий массаж получается, да? Да, легкий массаж при контакте. Мяч может использоваться для активных занятий, вот, для восполнения сенсорного опыта ребенка и физического развития, также для релаксации и отдыха. Его можно подкладывать под голову, на него можно ложиться животиком, опереться спиной, вот, как угодно. Ну и далее, что у нас еще осталось, это массажные кочки. Вот здесь предложены, опять же, 4 цвета основных, видите, да, все это мы закрепляем цвета. Вот здесь мы взяли из садика одну кочку нашу, зеленую, чтобы все 4. Она более упругая, не такая, есть разные, да, виды? Да, есть разные кочки, мы можем их встретить, даже Fix Price продают вот кочки, они дешевле гораздо, и они очень мягкие, провисает нога, а здесь вот Савонянька предлагает очень упругий, плотный, то есть потрясающий очень эффект массажный, сильный, когда наступаешь ножкой, просто вот вся стопа ребенка маленькая, она вся полностью накладывается на эту кочку, и вот это очень здорово, детям нравится, но опять же не все дети могут наступить сразу, избегают наступания на кочку, привыкаем, трогаем ладошками, садимся на коврик и гладим, нажимаем ручками, хлопаем, стучим, то есть воздействуем и на ладони, и на стопы. И постепенно ребенок привыкает, и начинаем работать. Вот наши фотографии тут об этом говорят. И, конечно же, применяются для спортивных занятий, соревнований. Они улучшают эмоциональный фон. Это может быть как водная часть занятия, так и релаксационная часть. Вот такая вот замечательная Ну и работа. все эти виды разнообразного оборудования, и утяжелители, и чулок совы, да, и одеяло, и кочки даже, мы предлагаем нашим родителям. Вот эта услуга, наш детский сад посещают дети со сложной структурой дефекта, да, у них очень тяжелые бывают нарушения, и они не могут ходить в сад без сопровождения взрослых, поэтому многие из них посещают наше учреждение в сопровождении родителей. И вот специально для этих родителей создана услуга безвозмездного проката утяжелителей и продукции сенсорной интеграции. И именно для родителей почему? Потому что они видят, как мы используем на занятиях подобную продукцию, да, как дети реагируют на эти сенсорные атрибутику, да, раздражители, и могут позволить себе неделю взять его домой, там поносить, привыкнуть, понять, что ребенку больше всего нравится, ощутить его эффективность могут, да, и кто желает, может потом самостоятельно приобрести себе это
оборудование своему ребенку подобрав нужное, именно то, что ребенку подойдет в данный момент его развития. Потому что оборудование достаточно дорогое, и не каждый может себе его позволить. А попробовать хотелось бы, ну, всем, да, подобные вещи. И вот у нас уже даже есть положительный опыт, достаточно большой положительный опыт использования данных видов атрибутики, сенсорного оборудования. И развивающий эффект предугадать невозможно, но он всегда у каждого ребенка свой. Кто-то начинает лучше спать. Например, одеяло очень хорошо зашли многим аутистам и детям с гиперактивностью, когда они не могут заснуть по часу, по два, по три, лежат, крутятся, плачут. А с одеялом 10 минут возни под этим одеялом, их полностью расслабляет, успокаивает, и дети засыпают и просыпаются уже под утро. То есть родители отметили очень хороший терапевтический эффект. Далее, вот находясь под воздействием утяжелителя жилета, ребенок начал ходить уже, да, по лестницам, прыгать. Далее в чулке, например, дети, которые использовали чулок, кому он нравился, да, начали ползать. Есть у нас такой вот вариант, даже результат, да. То есть эффективность уже даже доказана опытным путем у нас, да. Вот. Ну и хотелось бы показать вам наш видеоролик, в котором отражена работа по сенсорной интеграции в нашем учреждении. Да, вы сейчас услышите то, что мы вам говорили. Да, закрепите немножечко, понимая, как же это все работает. Действительно. Так, и звук мы убираем, да? Да, уберем звук. Вам приятного просмотра. Добрый день, уважаемые коллеги! Сенсорная интеграция – это врожденная реакция организма на сигналы, полученные от рецепторов. Добрый день, уважаемые коллеги! Сенсорная интеграция – это врожденная реакция организма на сигналы, полученные от рецепторов. Осязание, обоняние, вкус, слух, вестибулярный аппарат подсказывают человеку о происходящем вокруг и как же лучше поступить. Например, вестибулярный аппарат подсказывает, какое положение тела лучше занять. Неприятный вкус предупреждает о несвежести продукта. Поглаживание, объятие расслабляют нервную систему. Все эти реакции врожденные, и процесс этот происходит автоматически. У детей с нарушением сенсорной интеграции происходит сбой в обработке полученных от рецепторов данных. Синдром проявляется и в поведении, в тактильных ощущениях, познавательном и моторном развитии. Такие дети выглядят истеричными, капризными, избалованными. На самом же деле причина деструктивных реакций кроется в нарушениях работы центральной нервной системы. Основная задача сенсорно-интеграционной терапии – стимуляция двигательной вестибулярной систем, мышц, кожи, суставов. Стимуляция мозжечка способствует улучшению памяти, коммуникационных и умственных способностей, а также развитию логического мышления. Процедура производится при помощи специальной балансировочной доски Bill-Go. Особенностью балансира является то, что занятия на нем воспринимаются как развлечение. Тренировка с его помощью не является сложным занятием, она без усилий и незаметно приносит пользу для здоровья. Укрепляет мышечную систему, улучшает работу мозга, формирует чувство равновесия, развивает координацию. Тренажер предназначен для людей с заболеваниями нервной системы. Он полезен для общего развития и развлечения здоровых детей. Основа роста, развития и обучения начинается с сенсорного и моторного взаимодействия с миром. Работа мозга начинается с движения и сенсорных исследований. Поэтому сенсорная стимуляция и двигательная активность создают почву для развития мозга. Это и лежит в основе программы мозжечковой стимуляции. Мозжечковая стимуляция подходит для детей с расстройством аутистического спектра, алалии, ДЦП, премоторной неловкости, нарушения внимания, гиперактивности, задержки психического развития, минимальной мозговой дисфункции, задержки речевого развития, плохой памяти, проблемах обучения. Для чего нужна мозжечковая стимуляция?
Она оказывает положительное влияние на восприятие устной и письменной речи, навыки механического чтения, математические способности, плохую память, спортивные навыки, координации, на навык сбалансирования, общую моторику, осознание схемы собственного тела, эмоционально-волевую сферу, концентрацию внимания. Результаты достаточно быстро проявляются в улучшении поведения, внимания, речи ребенка, успехах в учебе. Мозжечковая стимуляция значительно повышает эффективность любых коррекционных занятий с логопедом, психологом, дефектологом. Развивающее оборудование для нейрокоррекции насчитывает большое разнообразие и широкую область применения. Массажные кочки предназначены для упражнений на балансировку, развитие движений и тактильного восприятия, способствуют развитию внимания, познавательного интереса, улучшению эмоционального фона, обладают выраженным массажным эффектом. Резиновые массажные кочки также можно применять для спортивных занятий и соревнований. Особое место в группе оборудования для сенсорной интеграции занимают разные виды утяжелителей. Их основная функция – тактильная реабилитация детей с ОВЗ. Они используются для улучшения ощущений собственного тела, снижению сенсорного голода, повышению тактильной чувствительности. Одеяло гречишное – многофункциональный тренажер для детей и взрослых, обладающий выраженным терапевтическим и релаксационным эффектом, оказывает расслабляющее действие на нервную систему. Когда на тело оказывается приятное давление, мы чувствуем защищенность границ своего тела, успокаиваемся, перестаем тревожиться. Утяжеленное одеяло выполнено из натуральных экологичных компонентов – хлопок, гречиха. Позволяет расслабиться после нервного стресса и тяжелого дня, отвлечься от плохих мыслей, снять моторное возбуждение, повысить качество сна. Во всех видах детской деятельности хорошо зарекомендовали себя жилеты-утяжелители. При применении данного устройства у детей повышается работоспособность, увеличивается познавательная активность, улучшаются моторные функции. Детский жилет-утяжелитель имеет фиксированный вес, рассчитанный на определенный возраст. Есть возможность увеличения веса с помощью дополнительных утяжеленных мешочков, для которых внутри жилета предусмотрены специальные карманы. Детские жилеты-утяжелители широко используются в качестве средства, помогающего ребенку прочувствовать свое тело. Рекомендуются врачами при гиперактивности и дефиците внимания, при аутизме, детском церебральном параличе и ряде других заболеваний. Для усиления проприоцептивной и тактильной чувствительности используется особый эластичный сенсорный мешок чулок Кислинг. Это большой карман из специальной эластичной ткани, которая помогает ребенку совершать любые превращения и тренироваться в разных сверхспособностях. Чулок предназначен для тренировки преодоления препятствий, улучшения пространственного ориентирования, ускорения формирования схемы тела, уменьшения тактильной гиперчувствительности, вовлечения ребенка в игровую деятельность и, конечно, формирования навыков социального взаимодействия. Терапевтические кресла-куб. Кресло для релаксации – неотъемлемая часть сенсорных комнат. Форма сидения разработана для людей с ограниченными возможностями здоровья и позволяет им комфортно располагаться внутри кресла. В изделии сложная функция сложения внутрь, которая позволяет экономить пространство, когда кресло не используется. В группе детского сада может выполнять роль уголка уединения, в котором может нуждаться ребенок, в том числе имеющий расстройство аутистического спектра. Размер кресла идеально подходит для отдыха и детям, и взрослым. Правильно организованная предметно-пространственная среда помогает целостному развитию ребенка, помогает снимать психофизиологическое напряжение. Все это способствует правильной сенсорной интеграции, необходимой для здоровья, для формирования умственных способностей, овладения навыками общения, бытовыми,
умениями. Включаем звук. Так, включаем звук. Как же его закрыть? Спасибо за внимание, за общение. Надеюсь, информация была вам интересна, доступна, понятна, и мы очень надеемся, что со своими детьми вы тоже обязательно что-нибудь из этого попробуете. Да, уважаемые коллеги, мы просим вас задать нам вопросы, если таковые имеются, вот, и чтобы мы могли на них ответить, постараемся ответить на то, что интересует вас. Пожалуйста, можете задавать вопросы. Так. Вопросы Спасибо большое. Да, может быть, люди еще пишут. Давайте немножко подождем. Вот такой вот опыт нашего детского сада, нашу работу мы сейчас вам рассказали. Действительно, это очень важный процесс сенсорной интеграции, который может, развитие этого процесса может как бы стать, явиться традицией каждого коррекционного, либо простого развивающего занятия. Уделите этому буквально несколько минут от вашей деятельности, и, поверьте, будет неоценимый результат для всего организма, для работы всех сенсорных систем, органов, потому что дети не замечают, они играют, а на самом деле познают трехмерное пространство, получают ощущения, получают впечатления сенсорные. Зачастую они не могут этого понять и сказать об этом, но мы, взрослые, педагоги и родители, замечаем те положительные изменения, которые происходят благодаря целенаправленной работе. Ну и, к сожалению, время уже наше заканчивается, да, у нас всего час был на мастер-класс на наш, поэтому если вопросов больше нет, мы говорим вам большое спасибо за внимание. А если вопросы все-таки возникнут, то вы можете написать их в консультационный республиканский центр, консультантами которого мы являемся, и мы тогда с удовольствием ответим, поделимся вопросами. Да. Всего доброго, до свидания. До свидания.